Ассаламу алейкум, друзья! Добро пожаловать в программу «Интервью с чемпионом», где мы говорим с теми, кто делает спортивную историю нашего региона. Сегодня на студии человек, который уже много лет формирует будущее нашего ММА, Ваха Шанхоев, а также воспитанник, молодой профессионал, который громко заявил о себе на Fight Nights, Юсуф Халухоев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Юсуф, поздравляю тебя с этой победой. 2-0 рекорд в профессиональном боях уже это начало. Начало положено на самом деле, можно сказать. Далберка Тиел. И сегодня у нас такое интервью будет. Мы поговорим об итогах по смешанным единоборствам в республике, о наших бойцах, спортсменах, которые выступают не только в регионе, но и на международных всероссийских аренах. И первый вопрос, Юсуф, давай начнем с твоего поединка. У тебя, как мы знаем, было короткое уведомление. Как ты принял его? Мы рассчитывали провести поединок до конца года. Вот Ваха сказал, что есть поединок, есть боец. И Ваха сказал, что лучше будет выступить, и вот так вот мы согласились. А как ты был вообще в тренировочном режиме, и как ты принял этот бой? Да, я всегда поддерживаю свою форму, мы всегда тренируемся. Были некоторые сложности со здоровьем, но их мы тоже решили, и уже нормально, ну, не в неплохой форме, не самой лучшей, но и в неплохой форме тоже подошли. А пришлось ли менять стратегию подготовки к бою? Не было и времени, чтобы что-то поменять. Мы просто вышли, подрались, сделали то, что мы умеем, и ушли. А вот во время боя, да, когда ты понял уже, что вот решение за тобой будет, победа за тобой? Я понял до начала боя. До начала боя уже был настроен тогда? Да, мы всегда так настроены, и, в принципе, по ходу боя бывает уже понятно, после второго или третьего раунда. Угу. А как тебе вообще атмосфера, как турнир прошел, организован? Организованность турнира на высшем уровне, это известная лига в СНГ, и за пределами это очень хорошая лига в плане медийности, в плане раскрутки спортсменов своих, все было на высшем уровне. Ваха, когда узнали о этом коротком уведомлении, какая была вообще первая реакция? Ну, мы, как Юсуф уже сказал, планировали до конца года подраться. Был бой 21 декабря в Питере в другой лиге, уже не будем называть лигу. Но там у нас как-то не получилось договориться и по соперникам, и по уже как-то не сошлись. И поэтому мы поговорили с лигой Fight Nights, с президентом лиги, нашим хорошим другом Камилом Гаджиевым. Я с ним поговорил. Решил, что Юсуфу лучше будет там подраться. Единственное, очень на коротком уведомлении только нашли соперника. Мы ждали примерно 2 недели, наверное. Мы рассчитывали там драться, ждали соперника. Но, наверное, уже даже смирились с тем, что мы уже не деремся на этом турнире, в этом карде уже 5 декабря, да, в Ростове турнир. Так как они ни в какую не могли найти соперника. Но уже под конец, уже за 3 дня, по-моему, было скидывать соперника, говорят, вот есть соперник, который готов подраться. Я вот послушал Юсуфа, он был уверен в себе, я тоже посмотрел. Ну, мы понимаем, что хоть и 2-0, да, рекорд Юсуфа в профессионалах, но у него в любителях рекорд 35-0, и мы должны понимать, что этот рекорд добит вот с такими же соперниками, и он дрался на чемпионате России, чемпионате мира, и был 3-кратным чемпионом России, является на сегодняшний день, является чемпионом мира, мастером спорта международного класса, и мы понимаем, что если не драться с такими соперниками, то отказываются ребята, у которых нету определенного багажа любительского, отказываются с такими же бойцами выходить, как Юсуф. Поэтому мы особого выбора пока что не имеем. Поэтому что имеем, то и соглашаемся, как есть, как говорить. То есть вызов пришел, сразу сказали, выходим на бой? Да. У нас было, наверное, пару часов. Юсуф посмотрел, я посмотрел там. И во мнении мы сошлись. Да, крепкий пацан, парень будет драться до конца, мы это знали. Но Юсуф был в себе уверен, он говорит, если ты говоришь да, то я уверен, что я спокойно его пройду. И я сказал, давай, не будем больше гадать, деремся. И вот так вышли.
Но по плану провести бой хотели именно по борьбе, либо же в стойке. Тот соперник у нас был мастер спорта по тайскому боксу, чемпион России по тайскому боксу. Но все равно у нас в планах было в стойке подвигаться, посмотреть. И пару раз даже Юсуф его отправил в нокдаун. Да, было. Да, и, можно сказать, на руках намного лучше был Юсуф. И у нас получился такой бой, который мы и хотели, если честно. Потому что когда ты выходишь на проф-арену и очень легко выигрываешь первые бои, ты уже когда сталкиваясь со сложным соперником, ты можешь уже психологически подсесть. Поэтому мы хотели вот такой бой. Это не сказать, что он там соперник чем-то удивил нас, нет. Но он шел до конца, показал характер, дал хороший отпор. Поэтому вот такой интересный, тяжелый бой получился у нас. А сложно ли, вот, например, да, не зная, что бой состоится, да, не зная соперника, подготовить спортсмена психологически? Если честно, очень сложно. И, наверное, если мне пришлось бы выпускать там кого-то другого, вот я очень долго думал бы над этим. Но, как я уже сказал, с Юсупом мы уже лет 5, наверное, идем и деремся на международных стартах. И все возможное в любителях уже выиграли. И сегодня на таком этапе, я думаю, нам особо без разницы, с кем подраться. Пока мы не зайдем в топовую лигу и не будем драться с топами. Вот там уже мы будем больше смотреть, больше гадать, уже выбирать, наверное, если у нас будет такая возможность. А пока нам нужно драться, нам надо набивать рекорд, показывать себя, поднимать медийную сторону, да, поднимать уже актив, и чтобы на нас посмотрели. И вот уже пройдя вот этот бой, буквально сразу же к нам подошел матчмейкер лиги, ко мне подошел, я с ними в хороших отношениях и сразу же предлагал хорошие условия, хорошие бои. И уже после Рамадана мы, я думаю, подеремся в этой лиге еще раз. Юсуф, вот после боя, да, в раздевалке, какие были у тебя эмоции? Когда закончил бой, ты уже... Что Ваха тебе сказал после боя? Были положительные эмоции. Ваха сказал, что надо работать над ошибками. Мы поработаем над ошибками и уже вернемся в зал. Ваха сказал, что неделю я могу отдохнуть, и уже после недели отдыха вернусь в зал. Вот вообще твое выступление, да? Шло по плану все? Особого плана на бой не было. Мы просто хотели продышаться. Мы вышли и сделали то, что мы умеем. Особого плана такого не было. Ваха, вот постоянно вот, мы видим, да, зрелищные такие бои твоих спортсменов, твоих подопечных. Не только своего зала, но и со всей республики. Хотелось бы поговорить вообще об итогах смешанных единоборств республики. Какие подвести итоги можно будет? Чего добились, чего нужно доработать? В основном эти зрелищные хорошие бои показывают те ребята, которые на протяжении уже долгого времени выступают по любителям. И у меня вот такой критерий, наверное. И я уже находясь на посту, да, руководителя федерации с 2019 года, я говорил, что молодых ребят нельзя сразу закидывать по профикам. Им нужны обкатки, им нужны любительские бои, не такие там на уровне региона, да, а чтобы они научились выступать на всероссийских международных аренах, чтобы они туда попадали, чтобы они были в сборной. И, конечно, сегодня Юсуф подряд 3 года был в сборной России, выступал на всех международных всероссийских за эти 3 года, все возможные старты, он во всех выступил и везде выиграл. И поэтому ему, конечно, чуть удобнее, да, перестроиться уже по профикам. Я понимаю, что это чуть другое, но все равно ММА бои это и есть бои. И где бы ты ни выступал, в любителях, по профи. Поэтому вот этот багаж, который он уже набрал опыта, да, вот он на него сегодня работает. И вот такие ребята и показывают хорошие бои. И вот на таких ребят надо делать акцент, и мы и ставим на таких ребят. А в целом у нас есть крепкие ребята, есть именно молодежь, которая растет, и это очень сильно радует. Ровесника Юсуфа, да, который
с ним уже выступали на любительской арене. И таких много, их сейчас перечислять. Это Картоев Ибрагим, Картоев Билан, да, Аушу Тамерлан, Мурсагов Магомед. Ну, их очень много сегодня, их можно перечислять. И это ребята, действительно, которые там год-два уже могут заявить о себе на любых серьезных лигах. И я очень уверен и очень жду тот момент, когда уже будут и в ICA наши ребята, да, там, ну, они должны драться уже в скором времени, но я бы хотел, чтобы они подрались уже за титул, там, чтобы у нас был там чемпион ICA, там, чемпион ПФЛ, там бойцы UFC, вот, чемпион UFC. Вот этого момента я думаю, уже мы очень близко к этому подошли, и надо чуть дотянуть и доработать моменты, и уже в совокупности это все даст результат. Вот как ты отметил, да, сейчас идет большой рост таких молодых спортсменов, которые показывают себя, проявляют себя на арене. И вот как ты думаешь, увеличилась ли, усилилась ли конкуренция внутри зала среди спортсменов? Именно в нашем зале очень сильная конкуренция. Там нереальная конкуренция, и есть, что радует, со всех городов, регионов многие пишут, хотят приехать на сбор. К сожалению, мы не можем, там, ввиду не таких условий, не такого большого зала, не можем всех пускать, но по возможности, по мере возможности уже стараемся приглашать хороших, крепких ребят. У нас часто проходят сборы. Внутри зала у нас, как я уже сказал, эти ребята молодые, да, ныне там любители, которые там на России становились призерами, на чемпионатах мира участвовали по разным видам. Там как минимум мастера спорта, это, наверное, как минимум. Поэтому вот эти ребята, конечно, там создают огромную конкуренцию, которую не могут выдержать многие. Да, есть ребята, которые приходят, хотят тренироваться, но они не удерживают этот темп, не удерживают этот наплыв. Да. Там уже очень серьезные ребята, ну, к примеру, как Юсу, как Ибрагим, как Билан, да, Тима. Вот эти ребята действительно на сегодняшний день это будущее ММА. Если говорить о профессиональной арене, да, какие выступления в этом году показали ингушские ребята, самые важные, значимые? У нас до конца года еще должен драться Картоев Ибрагим. Он 21 декабря в Питере на турнире Open FC будет драться за пояс в категории 56,7 кг. Он мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира, 2 раза был призером чемпионата России. Уже провел там 2 боя, выиграл 2 боя в лиге, и ему сейчас дали за титул. Очень крепкий парень, питерский соперник, 11-1 рекорд, сам дагестанец, живет в Питере, тренируется, представляет питерский клуб. Вот очень важно, наверное, для нашего зала, для Федерации ММА, да, для всего, наверное, смешанных единоборств республики, это очень важный момент. Такой, можно сказать, даже переломный где-то момент. Он будет драться за пояс. У нас давно не было поясов таких хороших лиг. Да и вообще после пояса Мусора, Долгиева, Хамзата, да, у нас пока не было поясов по профессионалам в ММА. И вот сейчас Ибрагим дерется 21-го за пояс. Будем болеть, переживать, будем делать все, что в наших силах, чтобы Ибрагим забрал пояс. И также есть ребята, которые, я думаю, очень близко подошли к такому уровню, уже подраться в разных лигах за пояса. Мы, к сожалению, не можем раньше времени анонсировать такие бои, да, но вот эти ребята, именно этот костяк, который у нас на сегодняшний день есть, нам надо максимально ее беречь, максимально дать им условия, поддержку, помощь. И эти ребята, я уверен, в скором времени заберут пояса и российских лиг, и мировых лиг. Ну да, Ваха, тоже отмечу то, что Ибрагим Картоев, да, по моему мнению, уже заслуживает какой-то забрать титул, бой за титул. Да. На фоне общего прогресса, да, есть слабые стороны и сильные стороны. Какие можно отметить слабые стороны, которые нужно доработать? Слабые стороны именно в медийном плане.
Вот, например, элементарно, да, если взять даже Юсова, ну, парень чемпион мира, да, это чемпион мира у нас, но не каждый становится чемпионом мира. В медийном плане мы, ну, в плане, я понимаю, это у нас менталитет чуть другой, да, там, Да. И у нас воспитание другое не позволяет всего этого, но мы также должны понимать, и я это говорю, чтобы зрители понимали, что если ты медийно не интересен, попасть за океан очень тяжело. Каким бы там Юсуф не был сокрушительным бойцом, да, зрелищным бойцом, медийная сторона, если будет отставать, будет тяжело попасть туда, и ты им не интересен. Поэтому более вот у нас отстает вот эта сторона. А так, в плане тренировок, в плане там техники, вот, в плане подготовки, я уверен, что эти ребята могут дать отпор любому топовому бойцу на сегодняшний день. Да, на самом деле, вот эта медийная сторона, вот публика любит шум. Да. Видеть постоянно, где... Особенно американская публика, Да. вот они, для них это без шума, без этого, без релиша, да, для них ты не интересен, ты для них не боец. Поэтому мы не можем, конечно, позволять себе то, что не позволено нам, и то, что делают, да, зарубежные бойцы, но в определенном, уже определенных моментах, соблюдая рамки определенные, мы должны соответствовать, где-то раскручивать себя и показывать себя с очень хорошей стороны. Да, ну вот насчет Юсуфа, как знаем, он чемпион, да, и многие вот отмечают, вот общаются с разными спортсменами, да, которые, с молодыми спортсменами или где-то за рубежом находятся, которые, я вот говорю, какой спортсмен у вас в Ингушетии, ну, вы смотрите бои, которые нравятся вам, и все отмечают именно Юсуфа Халухоева, потому что нравится и техника, то, что как он тренируется, как настойчивость его. Вот Юсуф в медийном плане тоже так не отстает. Он любит, ну, постоянно, да. Да, соцсети любит он, как я понял. Это я заметил. Да и своими боями он тоже, если честно, наверное, захватил сердца многих зрителей, да. Вот то, что ты отметил, то же самое и мне говорят, и где бы я ни поехал, куда бы ни поехал, где бы я ни оказался, когда именно речь заходит о боях, о ММА, очень многие спрашивают, когда Юсуф подерется, когда у него бой, когда он будет драться, с кем будет драться. Ну, люди заинтересованы уже в нем. И это есть хорошо, если честно. Вот именно в таком плане у нас должна быть медийность развиваться. Вот именно в таком ключе, что людям интересно, когда ты подерешься, а не то, что когда у него пресс-конференция и когда он будет там где-то в прямой эфир выходить, да. Вот это другое чуть. А когда людям интересно, когда ты дерешься, вот твои бои интересны, вот это уже, я думаю, это хорошо. Да, насчет Юсуфа не сомневаюсь, он наберет публику свою в соцсетях, потому что видно его жизнь, он выставляет, как он тренируется, как все проводит время. Юсуф, вообще, как ты думаешь насчет соцсетей, да? Сколько тебе пишут вообще подписчиков? Пишут ли тебе вообще? Несмотря на то, что у нас очень маленькое население в нашей республике, у нас очень хорошая поддержка, многие написывают. Даже на уровне со многими странами я сравниваю постоянно ребят, которые выступают за страны, и я, который выступаю за такую маленькую республику. На самом деле очень много поддерживают, очень многие пишут. А вот отмечая, да, твои бои, с других регионов тебе пишут? Знакомые, например, бойцы там или вообще неизвестные люди? Да, конечно, мне пишут. И обычно это бывает после поединка, после соревнований. Пишут, поддерживают, что чтобы я там, желают все удачи, особенно поддержка большая из Казахстана, так как я там жил. Я там 11 лет прожил, 12 лет. И вот оттуда большая поддержка, если честно. В Казахстане ты оттуда начал заниматься или уже только по приезду сюда? В Казахстане я занимался вольной борьбой, особо сильно акцента не делал, занимался так для себя. Вот по приезду домой уже начал тренироваться более тщательно. Ты по приезду уже начал сразу в ММА вышел, да? Или еще тут борьбой продолжил? Я еще походил на борьбу и уже решил перейти к вахе. И вот так вот продолжили в ММА. А вот соцсети ты сам ведешь или кто-то помогает тебе? Как бы помогает, делает видео, парни там
скидывает видео, вот так. Ну, если это читать можно за помощь, то да. Просто я смотрю, у тебя контент очень хороший, качественный бывает. Юсуф, Там уровень уже есть. Грамотный парень. Да. В этом плане он, да, пишет хорошо, я заметил. Вот, в течение пару минут уже такой текст написал после. Самое главное, да, не бросать эту медийность, потому что очень важна в наше время. Это нужно. Для бойца это на сегодняшний день нужно. Ваха, вот этот год был, как мы говорили, насыщен этими поединками, профессиональных боях, да. И вот от перехода от любительских профессионалов, какие были зрелищные дебюты? Наверное, самый ожидаемый дебют вот в этом году именно был у Юсуфа. Не только мной ожидаемый, а даже начиная с Союза ММА России, там, со всех, начиная, даже наше Министерство спорта, каждый раз, когда меня видели, каждый раз, когда затрагивалась эта тема, говорили, когда Юсуф дебютирует, когда Юсуф дебютирует. Всем было интересно вот этот момент. И по воле Всевышнего мы провели 2 боя. Возможно, до Рамадана можем подраться. Это уже смотря, как себя будет чувствовать Юсуф, чтобы времени не терять. Да. И даже дальше, я думаю, уже следующий год у нас будет пару боев, как минимум 3 боя рассчитываем провести, а то и 4. Также был интересен дебют и Билана Картоева. Я понимал, что он зрелищный парень, бьется стойки, не боится размен, очень тяжелый удар. Сегодня у Билана 3 боя, 3 нокаута. Также дебют Мурсагова Магомеда. Он один из перспективнейших в России, можно сказать, полутяжей. 2 раза был на России призером, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, мастер спорта по самбо, мастер спорта по ММА. Очень большой любительский опыт. Дерется стопами на рукопашках, на боевом самбо. Поэтому у парня сегодня тренер рекорд. Большие надежды возлагаем на Магомеда. У нас очень мало, к сожалению, тяжей. Да? Магомед дерется до 93 килограммов. Перспектива огромная. Главное не упускать шанс. Главное тренироваться, идти вперед. И Картой Ибрагим уже давно дебютировал. У него рекорд 5-0. Ждем пояса от него. И был Аушев Тамерлан. Наверное, по моему мнению, да, один из самых техничных бойцов в республике. Что в партере, что в стойке. Каждое движение действительно от Тамерлана это одно, наверное, какое-то там искусство, да. Он выдает очень яркие красочные бои. Главное, единственное, чуть травмы ему мешают, да, в полной мере тренироваться, выступать. Но мы надеемся, что он в январе должен подраться. Уже есть анонсированный бой с крепким соперником. И надеемся подраться в январе. И уже после Рамадана, скорее всего, куда-то в другую лигу подпишем Тамерлана, если он этот бой выиграет. Вот. И также был у нас очень крепкий парень, мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по ММА, Кириев. Действительно парень, который уже зарекомендовал себя как любитель, как очень крепкий, яркий боец. И провел в этом году 1 бой в ACI Young Eagles. Действительно показал, что он готов. Ярко, красочно выиграл бой. И я думаю, что сейчас просто у нас очень мало времени до месяца Рамадана. Все не успеют подраться. Но вот именно уже март-апрель месяцы эти все ребята должны уже драться. Отмечу, Тамерлан Аушев очень техничный боец. Просматривал бои тоже, да. Любит он вот это все движение во время боя, разные приемы использовать. Хоть сам и является ударником базовым, да, очень сильно освоил грэпплинг, борьбу. Ну, и, как я сказал, очень техничный парень. А вот насчет молодого поколения, да, которые тренируются в зале, есть ли уже способные, которые могут выступить? Я боялся, что вот именно вот эта плеяда бойцов, о которых мы говорим уже, да, все эфирное время, это ребята, которые в 1 год, там, да, уже, в 1 год выступали, тренировались. Это был наш костяк, это была сборная. И была действительно громкая сборная, которая показала таких результатов, которых никогда не было. И я честно скажу, и всегда говорил, что будет очень тяжело повторить этот результат.
потому что 3 чемпиона мира, стать первым на чемпионате России, да, команда, сборная выиграть. Ну, это была очень сильная команда это. Но ребята не могут больше уже там, как сказать, тратить свое время на любителей, да, потому что им надо дальше идти, пока молодые, пока энергичные, пока есть желание. Вот то же самое переход Юсуфа, да, мы долго гадали, может еще один круг дать, потому что Юсуф был лидер по любителям, да, он не проигрывал ни одного любительского боя. Мы долго думали, я даже предлагал еще один круг провести по любителям, но потом я понял, что он особо не горит этим, и решили все-таки по профи выступить. И поэтому вот сегодня эта плеяда бойцов, уже они профессионалы, им не особо охотно туда возвращаются любители. Это тяжелый круг, тяжелое время, если честно. Но радует то, что есть молодежь, которая равняется на них, которая тренируется с ними. Мы создали в зале такой костяк из молодых бойцов, человек 7-8, наверное, в разных весовых. Их мы присоединили к тренировкам именно к старшей группе, чтобы они были замотивированы, чтобы они видели, как они работают. И вот это дало свои плоды, и на сегодняшний день эти ребята, я думаю, уже со следующего года будут заявлять о себе на первенствах и чемпионатах России. Вот касаемо тренерского состава, он играет очень важную роль на самом деле. И вот за этот год изменился ли какой-то подход или тактика в тренировочном процессе? У нас именно в плане тренерской, да, я считаю, что тренер, я всегда это говорил, что тренер должен так же расти, как и спортсмен. И находясь просто в зале, что-то показывая, объясняя, на этом тренерская работа не заканчивается. Для спортсменов нужно огромное внимание, нужны огромные там ресурсы, чтобы их продвигать, чтобы они показывали результаты. Да, они могут быть готовыми бойцами, да, в зале, хорошими, крепкими ребятами. Их таких много просто. Но не показывать результаты, не уезжать куда-то. И в этом плане у нас вот, есть у каждого обязанности свои, есть у каждого своя вот, работа, направление, да, которое мы ведем. Я, так как являюсь еще и старшим тренером сборной России, в этом плане мне чуть удобнее и договариваться, выезжать. И, там, и поэтому основном вот, направлении там, насчет боев, да, менеджмента, так скажем, это направление замыкается на мне. И вот эти ребята тоже в основном, ну, как-то бывает же, что с одним тренером тебе очень легко, там, ты находишь общий язык, да, комфортно, тем более у тебя весогонка, бой, там, нервы. Вот поэтому вот такой тандем вот, у нас сложился, что вот я выезжаю в основном с ребятами, готовимся тоже по профикам, в основном вот, работаем. Поэтому вот, с такими ребятами уже, когда ты на протяжении 5-7 лет, можно сказать, целыми днями живешь на соревнованиях, на сборах, в зале, когда ты дома, да. Когда, все время, когда они были сборной, там находились вместе, ездили по любителям, весь мир, можно сказать, объездили уже. Конечно, и им удобно, и мне комфортно с ними, как уже они становятся для тебя уже как родные, там, младшие братья, как минимум, да. Поэтому в этом плане у нас в клубе, именно в нашем зале Inkfighter, все очень слажено, и каждый знает свою работу, каждый знает, так сказать, свое место. Ваха, вот касаемо борьбы и день стойки, да, день ударки, больше предпочитают какую борьбу или все-таки ударку спортсмены? Я думаю, есть любители ударки, есть любители борьбы. Вот я являюсь выходцем борьбы, но мне нравится работать в стойке. Также, вот, например, Юсуф, да, он хорошо борется, хороший контроль, грэпплинг, но предпочитает бои в стойке. И есть такие ребята, которым нравится ударка. И это и есть хорошо, что
человек именно за счет этого всего становится разносторонним, потому что он хочет изучать что-то новое, осваивать какие-то науки. А когда он остается чисто борцом, рано или поздно этого всего может не хватить. Поэтому ты должен освоить и ударку, и там грэпплинг, и борьбу. Поэтому в зале особо они не вольны выбирать, на ударку они пойдут или на борьбу пойдут. Есть уже недельное расписание, да, каждый знает, в какой день какая тренировка, и они просто обязаны там быть. Ваха, не могу не спросить о международной арене. Кого можно отметить, да? Ты как упомянул, 3 чемпиона международного класса, да? И вот за этот год кого можно отметить именно на международной арене? Именно если... Выступление, да. Любительское выступление? Да. Как я уже сказал, уже с прошлого года, как мы перешли, именно вот эти ребята, как перешли в любителей, вот смена поколений у нас пока не окрепла. Оно произошло, конечно, вот на их смену пришли молодые ребята, но они не достигли таких результатов, которые достигли эти ребята. Ну, для них нужно еще время. Есть у нас в этом году 2 призера чемпионата России. Это Хазботов Аслан, вторым был, и Хамхоев Адам. Они опытные ребята, который стал 3-м там. Они призеры мира. Аслан чемпион мира, мы помним, да. Мы основной акцент на сегодняшний день делаем на молодежь, на молодых ребят. Уже с Нового года уже очень сильно ждем, что пару человек из них попадут в сборную России. И подводя итоги, какое событие можно отметить важным за этот год? Важное событие именно в мире ММА, да, республики, наверное, это турниры, которые мы проводили, да, НФЛ, очень важное событие. Это, наверное, чемпионат России, чемпионаты мира, на которых мы участвуем, где мы выигрывали, да. Именно если взять профессиональный спорт, надо отметить вот именно бой, как я сказал, уже Картоева Ибрагима за титул, да. Я считаю, что на сегодняшний день это самое серьезное испытание и для Ибрагима, и для нас, для меня как тренера, да. Это очень важное событие для всех нас, для нашей республики. И вот именно дебют пару человек, вот, именно Юсуфа, Билана, Аушева Тамерлана, да, Кири, вот именно их дебют, честно я скажу, они уже не то что дебютировали, они провели по 2, по 3 боя, да. Вот я очень ждал их дебюта по профикам, потому что я знал, что их очень тяжело вести. Ребята чемпионы мира, чемпионы России, призеры России, и, конечно, с ними никто не хочет драться. У них нету такой там публики, аудитории, да, нету рекордов каких-то профессиональных. Есть любительский рекорд, есть огромное желание выиграть и огромный багаж опыта, который и с ними каждый понимает, что будет очень тяжело. Поэтому никто не хотят драться с такими ребятами. Я это все осознавая, очень переживал. И на сегодняшний день эти ребята уже делают имя, заявляют о себе в разных лигах в России, да, уже. И они заинтересовали публику, заинтересовали организаторов турнира. Как я уже сказал, Юсуфу уже предлагали хорошие условия. Мы будем рассматривать и эти условия, будем смотреть и в других лигах. И я думаю, вот это самое такое важное событие для нас в этом году. Ваха, вот насчет спортсменов, да, которые в определенный период они выступали, да, на арене, потом пропали. В чем вообще причина и почему их не видно? Вот. Есть такие спортсмены, пару человек, когда доходят до определенного уровня, начинают проигрывать или как-то не складывается, или травмы, они сдаются. И в тот момент надо, наоборот, взять себя в руки, перестроить свой режим, свою карьеру и, наоборот, больше тренироваться, идти вперед. Но, наверное, психологическое какое-то давление, они не справляются с этим. Психологическая давка какая-то, это всегда тяжело проигрывать. Но я бы хотел им всем посоветовать и пожелать, чтобы они
не ломались, не сдавались. Если они стали на этот путь, да, если они потратили определенное время для того, чтобы добиться каких-то результатов, для того, чтобы стать кем они стали на тот момент, да, все-таки они же показывают хорошие бои, они выступают на профессиональной арене. Это же не просто так с улицы человек. Он, наверное, ну, я знаю, что точно пару лет тренировался, выступал по любителям, поэтому им нельзя сдаваться. Есть такие ребята, я знаю, даже вот на ум уже пришли пару человек. Вот я бы хотел, чтобы они услышали, о чем мы сегодня разговариваем, и взялись за голову, так сказать, и пришли в зал, начали тренироваться, и все у них получится. Туда уходит все, когда человек становится профессионалом, или же там разницы нету любителем, да, ну, можно быть спортсменом, можно быть результативным спортсменом, но это до определенного уровня. Я всегда ребятам говорю, вот когда они говорят, там, вот он не тренируется, там, утром его нет в зале, но он все равно выигрывает, я всегда говорил, это до определенного уровня. Там настанет момент, когда он начнет проигрывать. Вот так и происходит. Поэтому спортсмен, конечно, должен жить этим. Он должен смотреть, что он кушает, где он кушает, как он спит, когда он ложится, как он отдыхает, как восстанавливается. Это все немаловажная часть для профессионального спортсмена. Ваха, благодарю тебя за этот разговор, за откровенный разговор. Также тебя, Юсуф, за то, что вы пришли в нашу программу. Желаю вам удачи в новом сезоне и больше побед. Аллета Болховщин. Сегодня мы увидели путь молодого профессионала, который не испугался короткого уведомления и доказал, характер важнее обстоятельств, и работу наставника, который формирует новое поколение ингушских бойцов. Это была программа «Интервью с чемпионом». Увидимся в следующем выпуске.